спокойно мог бы жить в любой стране. Ему предоставляют вид на жительство и разные там гранты. Но он никуда не едет. Живет в Москве, сбивая со следа таджикские спецслужбы. Переезжает с места на место. И пишет, выступает, протестует. Типичная битва Давида с Голиафом. Победит? Он небольшого роста. Все в нем простое и вполне заурядное, внешне. Но это человек с непомерно большим сердцем. Я даже не знаю, как наемный убийца, воткнув в него нож, смог промахнуться мимо такого громадного сердца. Я видел его, когда он бежал из Таджикистана. Видел его, когда он вышел из тюрьмы, в которой был посажен по личной просьбе Рахмона, но из которой его вынуждены были выпустить, поскольку, кажется, весь мир требовал свободу Додо. Причем выпущен он был по личному указанию президента Путина. Я видел его после того страшного удара ножом, замотанный бинтами, стиснувшими ребра. Он заново учился ходить, и дышать, и жить. Я видел его радостного, сразу же после подписания Великого Перемирия, остановившего страшную гражданскую войну в Таджикистане. Я видел его уставшего и опустошенного, но я ни разу не видел его сдавшегося, ни разу не слышал от него «я больше не могу». «Я не могу» – слова не из его лексики. Он один остановил волну лжи, недомолвок, выдумок и умолчаний в 1992 году, когда рассказал всему миру о том, что на самом деле происходит в Таджикистане. Помню, как Михаил Горбачев, прочитав интервью с Атавулоевым, сказал: «Теперь я понимаю, что там происходит». А Душанбе помнит громадные очереди к газетным киоскам за его газетой «Чароги Рус», без материалов, в которой невозможно создавать историю Таджикистана конца 20 века. Я знаю, что историки непременно будут ссылаться на газету, защищать по ее материалам диссертации. Сделать газету истинно народной, чтобы ее читали и хранили, чтобы за нее арестовывали и убивали. Это что? Наверное, талант. А еще историки с удивлением обнаружат, что вот этот маленький человек практически в одиночку остановил лавину кровавого беспредела, который обрушился на Таджикистан. Он ездил по разным странам, стучался в самые высокие кабинеты, выступал по телевидению, писал в газетах. И правозащитники многих стран выступили против произвола, царящего на его родине. Он обошел все российские издания и умудрился всех убедить в том, что он говорит. Всегда удивлялся, сколько в нем пробивной силы. Вы можете не заметить его в толпе, но его невозможно не заметить. Невозможно преуменьшить его гуманистическую роль в горькой истории Таджикистана. Он не герой-одиночка, но часто, очень часто он действовал один. У него бывало опускались руки, но он никогда не склонял головы. Посмотрите, после того перемирия все лидеры оппозиции получили от власти подарки. Кто должности, кто право грабить, кто заправку, а кто торговый центр. Он один не предал свои идеалы. В становлении каждой нации особую роль играют не сломленные, не согнувшиеся, не предавшие. Сегодня тысячи таджиков говорят его языком, притворяют в жизнь его идеи, называют своих детей его именем. Это самая великая плата за верность своим идеалам, за неумение прогнуться, за многолетнюю борьбу за свободу своей страны. Я слышу вопрос, а чего он добился? 20 лет он борется с режимом Рахмона, а тот все еще при власти. Что он смог? Я отвечу. Он изменил мир. Его заслуга в том, что миллионы людей верили и верят, что он победит. А разве не поэтому после выступления Атавулоева по каналу К+, всколыхнулся весь Таджикистан? И он никогда не мечтал о перевороте в своей стране, поскольку знает, что такое война. Он всегда мечтал о перевороте в сознании людей, поскольку только это может сделать его родину свободной. Он давно понял, что не надо менять на троне разных президентов, надо менять сознание людей. Это самая надежная защита от тиранов и глупцов.